Престарелые родственники лидера партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири все еще находятся в заключении. До сих пор ни Министерство внутренних дел Таджикистана, ни Госкомитет национальной безопасности по Файзабадскому району, где проживали родственники Кабири, не опубликовали официальной информации о задержании почти 20 человек. Пошли уже вторые сутки после задержания родственников главы оппозиционной партии исламского возрождения Таджикистана. На настоящий момент известно точно, что среди находящихся вторые сутки в камерах СИЗО находятся Кабиров Тило, отец, 95 лет. Кабиров Сафар, брат, 54 лет. Кабирова Саида, сестра, 60 лет. Кабирова Лалхунум, тетя, 70 лет. Кабирова Диларом, супруга брата, 40 лет. Нурзулоев Исматулло, муж сестры, 74 лет. Нурзулаев Дадулло, племянник, 38 лет. Ранее в этом месяце был арестован Нурзулаев Джамшед, сын тети Мухиддина Кабири. Несмотря на прошедшие несколько недель после его ареста, ему также не были предъявлены официальные обвинения. Представители Мухиддина Кабири полагают, что поводом для ареста престарелых родственников мог послужить организованный партией исламского возрождения в Австрии у здания ОБСЕ пикет. Тогда около 3 десятков человек призвали международные организации обратить внимание на проходящие в республике репрессии, в том числе запрет в прошлом парламентской партии исламского возрождения, арест около 200 ее сторонников в Таджикистане и России, арест почти всего руководящего состава партии в Душанбе, а также арест даже их адвокатов. Насколько вписываются в современные реалии подобные методы борьбы с инакомыслием и какую опасность такие поголовные репрессии с арестом стариков и женщин представляют для самого государства? Об этом мы поговорили с политическим обозревателем по Центральноазиатскому региону Викторией Панфиловой. Арест родственников Мухиддина Кабири, мне кажется, он ставит в тупик вообще нормальных людей. Это недопустимо, чтобы из-за кого-то, одного человека, страдала вся семья. Семья не отвечает, тем более 96-летний отец, за действия своего сына. У нас всегда было в обществе: отец не несет ответственности, или сын не несет ответственности за свои поступки своих детей или своих отцов, ибо это взрослые дети и старики. У каждого есть своя ответственность. Сделано это, на мой взгляд, для того, чтобы выманить Кабири. И власти рассчитывают, что таким образом Кабири приедет в Таджикистан. Это может членам партии, которая достаточно многочисленна, по некоторым оценкам в партии было 40 тысяч человек, многим это может не понравиться. И, естественно, люди и так уже вынуждены уйти в подполье. Люди вынуждены прекратить были свою деятельность. А это оказывает очень сильное давление на них. И это порождает страх. Можно ожидать всего чего угодно. И вот новости последнего часа. Глава местного совета села, где проживают родственники Кабири, в интервью «Зади» сообщил, что 95-летний отец главы ПИФТ вовсе не был арестован правоохранительными органами. Его, а вместе с ним еще с десяток родственников, просто вызвали в органы, чтобы дать старикам совет. Родня должна наставить своего оппозиционного сына на верный путь, чтобы тот вернулся на родину и не занимался противозаконными действиями. На вопрос журналиста о том, был ли снят процесс беседы с отцом Кабири на камеру, глава совета признался, что не находился в помещении во время допроса и не располагает подробной информацией. Почему беседа длилась почти сутки, он также не знает.